Молгобек – город, ставший для фашистов непреодолимым рубежом. Память об этом хранит музей боевой и трудовой славы города. Они должны были молниеносно захватить Молгобек, и после этого отсюда их должны были перекинуть под Сталинград. Но здесь у них бой затянулся на 4 месяца. Дивизия СС «Викинг» здесь была полностью разрушена. Так что отсюда ее не смогли перекинуть под Сталинград. Это была тоже одна из причин победы в Сталинградской битве, даже можно сказать. И поэтому молгобекская нефть им не досталась. В музее есть стенд, посвященный танковому бою под Молгобеком, который называют «Кавказская Прохоровка». Этот бой длился 10,5 часов. Пробить оборону они так и не смогли. 54 немецких танка было уничтожено в этом бою, и полностью был уничтожен полк дивизии СС «Викинг». Все экспонаты были найдены на Терском хребте. Туда мы и отправляемся. 80 лет назад здесь шли кровопролитные бои. С Моздока немец поднимался сюда наверх и шел на Алханчурскую долину. Более 14 раз город переходил из рук в руки. Здесь стояли не зря такое, насмерть. Потому что знали, что если пропадет Молгобек, значит, это нефтяные запасы, а дальше уже прямое 60 километров и начинается Грозный. За 4 месяца погибли 120 тысяч советских солдат и офицеров. Сегодня на местах гибели героических защитников Родины устанавливаются памятники, обелиски, мемориальные таблички. А это место гибели юного героя Молгобека, ученика первой школы станицы Вознесенской, 14-летнего разведчика-партизана Володи Мордвинова, неподалеку школа, где он учился. Вот идет директор этой школы. Здравствуйте. Вы нас, по-моему, не забываете. Это, кстати, «Комсомольская правда». Да. Очень приятно. Добрый день. Это директор Это школы. как вы до нас добры? Мы к вам через Орджоникидзевский, перевал Кумбаши, Ильхотово, Владикавказ и вот сюда теперь. Знакомство с доблестной военной историей города журналисты продолжили возле памятника артисту Владимиру Этушу. Был защитником города Молгобек. И вот мы к столетию Владимира Абрамовича установили бюст. 6 мая мы торжественно хотим его открыть. А на местах, где шли сражения, ведется активная поисковая работа. За несколько дней до приезда экспедиции поисковым отрядом «Молгобек» в лесном массиве были найдены обломки самолета. На месте падения этого самолета, где именно здесь, там мы их подняли. Сегодня на месте обнаружения обломков установили памятную табличку. Отправляемся туда. Уже в дороге поисковики рассказали, что самолетом управлял летчик Василий Тарабан. Его считали пропавшим без вести. Беслан Дзейтов – автор уникального проекта, посвященного летчикам-авиаторам, пропавшим в боях за родину в небе над Северным Кавказом в период Великой Отечественной войны. Из этих 32, где-то 25 как минимум точно найдем. Но для того, чтобы сделать такое мемориальное пространство, сделать маршруты памяти, куда могли бы приходить ученики, непосредственно сделать карты местности падения. Экспедиция завершается у Вечного огня в Ставрополе. На гранитной стене мемориала «Вечная слава» 3 лица. Красноармеец, советский солдат и женщина-труженица. Под гранитными плитами были перезахоронены останки бойцов, погибших при освобождении Ставрополя. Напротив мемориала панно «Бессмертный полк», где из более чем 4000 фотографий ветеранов составлен исторический снимок «Знамя Победы над Рейхстагом». Экспедиция комсомолки состоялась. И то, что увидели и узнали журналисты редакции, теперь вы прочитаете в газете, на сайте, в социальных сетях и услышите в эфире радио «Комсомольская правда».